Вітаю всіх, Аят Машвоэль. Маршал туда отдели. Сегодня 13 июня 2026 года. А то ночь махтаю вещи. Суббот, да, Свань? До субботу, да, Аська махтаю. А то ночь махтаю вещи. Да? Субботу, давай. Сегодня стрим, время 19 часов 2 минуты по Брюсселю, соответственно, уже 3 минуты, соответственно, 20 часов и 3 минуты по городу Джохару. Всех, друзья, сердечно приветствуем. Сегодняшний стрим я назвал «Рои искусственного интеллекта дронов изменят все. Небо заполнят сотни тысяч беспилотников». Об этом очень много российские разные Z-блогеры говорят, и поэтому я решил сегодня назвать именно так. Сегодня у нас 232-й стрим на платформе открытого диалога информационно-аналитического центра Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия. Стрим у нас идет на YouTube-канале Reality и в TikTok. Всем тем, кто находится в оккупированной Ичкерии, либо фашистской России, пожалуйста, заботьтесь о вашей безопасности, будьте осторожны. Все остальные, друзья, присоединяйтесь, задавайте вопросы. С нами, как обычно, по вторникам и субботам, сопредседатель Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия Аят Идигов. Аят, как вы многие знаете, бывший председатель парламента, многие высшие должности в нашей стране занимал и был ближайшим соратником Джохара Дудаева. И вот есть такой президиум, это единственный легитимный орган чеченской власти, который возглавляет Алла Дудаева, Аят Идигов и другие представители, демократические избранные представители и назначенные избранными демократически наши люди. И, как обычно, я передаю слово в начале нашего стрима, как обычно, по традиции, Аяду Идигову. Аят Машвоэль. Маршал Гудели. Добрый вечер, дорогие друзья, все, кто нас слушает. Мы снова начинаем говорить о том, что происходит в мире, что будет, что есть, что будет, и как мы к этому относимся. Главная ситуация, которая разыгрывается, это война, которая сегодня идет против Украины со стороны России. Это не первая война, эта война началась еще в 91 году. Агрессия была против Чеченской Республики Ичкерия. И мы лет 15 защищались от этой агрессии. И уже после того, как агрессия была, у нас кончились все ресурсы, весь мир как бы клеветала Россия, имея мощнейшие свои ресурсы информационные. И остальной мир обратился, скажем так вот, посторонними взглядами, не стал решать проблемы и помогать Чеченской Республике Ичкерия, которая воссоздала свое государство в рамках современного международного права. Тогда многие наши противники и соперники, скажем, и те, кто были, значит, в оппозиции, говорили, зачем нам эта демократия, все такое. Да, но в целом наш народ за это проголосовал, избрал эту власть. И то, что остальные государства, скажем, Запада, Востока, они на это не обращали особо внимания, пытались нас подвести незаконным способом под состав России, в который мы не входили, к которому мы, не имели никакого отношения, потому что новая Россия, которая создалась сейчас, это Россия не та Россия, которая была прежде, это Россия, которая имеет другие территории, другие конституции, отношения ко всем. Это империя, которая была тогда, она говорила, что она будет демократической, что все, что будет в будущем, это все права людей, права свобода личности, все такое было. Но, как известно, этого не случилось. Так, то, что мы опасались, то и случилось. И Чеченская Республика воссоздала свое государство, еще будучи в составе СССР, наша
республика как государство была воссоздана, хотя мы не могли выйти из нее в соответствии рамок международного права. А когда Советский Союз, как бы, значит, развалили, и сверху он ушел все его законодательства, мы приняли свою конституцию в международном правовом поле и создали, значит, свое государство, суверенное, независимое демократическое правовое государство. Это нам надо знать, особенно нашим людям и всем нашим друзьям, ну, конечно, и всем в мире. Все те, которые, значит, противятся созданию нашего государства, то есть созданию тогда нашего государства, кто пытается нас подвести под Россию, а это пытаются сделать чуть ли не все страны остального мира, надо сказать. Каким образом? Не прямо, а, значит, косвенно они обращают на это внимание. Это сделала, значит, помощь в этом нам оказала Грузия, которая в 1992 году признала потом наше государство, потом это, значит, сделала Украина в 2022 году, когда, значит, она признала, что незаконность оккупации территории нашего государства и обратилась ко всему остальному миру. Но все государства обратилась с просьбой поддержать Чеченскую республику Ичкерия, оккупированную, для того, чтобы, значит, справедливость восторжествовала. Вот как обстоят дела сегодня в мире, если говорить о том, когда мы занимаемся нашими вопросами. Мы в первую очередь говорим, сегодня идет и продолжается она уже более 5 лет. Мы все это знаем против Украины. Они чуть ли не разрушили всю эту огромную Украину по сравнению с нами, которая они бьют по Украине, Россия бьет. Она думала, что она захватит эту территорию, но аж ничего не получается. Украинцы встали горой, они еще создали свои, значит, и ракеты, и, значит, БПЛА, и создали и другие средства защиты. И им сейчас помогает, скажем, Запад, Америка, западные государства европейские, ну и другие государства мира понимают, что атака и война против этого государства есть незаконный акт. Мы же говорим, что это очень хорошо, и что мы тоже на этой стороне. Мы за то, чтобы именно было так. Мы только хотим понимать одну вещь, что нельзя допускать дальше, чтобы Украина вот так вот, значит, разрушалась. Необходимо во всем этом западном мире, необходимо все сделать для того, чтобы Украина не только сама, но и при помощи и Запада, и Америки, и Канады, чтобы она победила, чтобы эта империя, она прекратила свое существование в той форме, которой она сегодня есть. Это диктаторский режим, это империя. Эта империя не должна существовать, иначе она будет постоянно, вот так, постоянно нападать. Все те решения, которые она принимает, или те решения, которые ей необходимы для того, чтобы, значит, принять, захватить чужую территорию, Россия идет на любые уловки. Мы, чеченцы, это обычно все вот говорим, что мы это все понимаем, потому что мы на своей шкуре испытали. Мы десятки раз с ними вели переговоры, и каждый раз всегда все, что с ними было подписано и сказано, оно не имело никакого значения, кроме как оно имело значение только для самой России. Они готовились к той или иной какой-то операции, они готовились к тому или иному какому-то шагу или представить себя в виде какой-то там, скажем, ситуации, вот такой ситуации представить. И на всем, как говорится, протяжении мира, везде и всюду лгали против нашего государства и против нашего народа. Поэтому сегодня название нашего стрима – это «Рой БПЛА», который, значит, будет покрывать всю Россию. Это очень символичное и правильное название. И я думаю, что то, что сегодня Украина вот сделала прорыв, значит, в искусственном интеллекте, в науке, в технике, стала одна из ведущих стран уже почти в мире по созданию этих, скажем, БПЛА и других ракет,
это сейчас идет, развивается. Этого боятся сегодня в Кремле, этого боятся сегодня враги, скажем, тех, кто сегодня хочет жить мирно, свое государство, развиваться и не нападать на другие государства, развиваться в научных, этических, культурных, во всех отношениях. Вот это как раз задача есть и нашего народа, и нас пытаются постоянно из этого колеи вывести. Кроме этого, у нас, как говорится, мы всегда сталкиваемся, как в любой стране, мы сталкиваемся с внутренней так называемой оппозицией. У нас внутренней, собственно говоря, уже оппозиции как таковой нет, потому что наша внутренняя позиция была оппозиция всегда, которая была. Она и тогда была не оппозиция, а была пророссийской, то есть она была против нашего государства. Шпионы. Сегодня, которые на Западе, есть разные рода деятели, которые выступают здесь и говорят о разных там своих полномочиях себе сами, которые написали. Это тоже не оппозиция. Это деятели, которые фактически работают в пользу Кремля под любым знаком. Там демократическим, возьмите другим каким-нибудь религиозным, или там какие-то там еще другие. Они массу придумывают разных себе названий, но в то же время это есть те деятели, которые отошли от нашей Конституции, которую принял наш народ, от нашего референдума общенационального съезда 90-го года. Поэтому мы исходим из того, что мы работаем вместе с демократическими странами, как Грузия, как Украина и с другими европейскими странами, и надеемся, что нам удастся достучаться до этих людей, как и в Украине, чтобы они признали наше государство, и тогда создано по праву наше государство, оно будет как бы, значит, скажем, примером для того, чтобы и другие республики из бывшего Советского Союза, я имею в виду ныне из Советской России, из России нынешней, так, Российской Федерации России, и для них будет пример, как надо это делать. Они на нашем примере увидят, как это делается, что делается. Но некоторые из них в этом плане, значит, не до конца здесь вот понимают, может быть, или думают, что это так просто или непросто, но все равно только при развале этой России возможно говорить о том, что они создадут свои государства. Вот в чем вопрос. Готовы ли эти, скажем, западные, другие страны, значит, на развал России? Это уже главный вопрос. Сегодня мы это не видим. Поэтому, исходя из этого, мы говорим им, этим республикам, которые были незаконно, как бы, втянуты в состав Российской Федерации России 31 марта 1992 года, что они могут как раз-таки поднять этот вопрос, потому что они незаконно были захвачены подписанием этого так называемого федеративного договора 31 марта 1992 года, который подписали не эти народы, не избранник этого народа, а бывшие коммунистические руководители, которые были еще в Советском Союзе. Вот в этом как раз-то кроется юридический, правовой, как говорится, ключ раскрытия этой проблемы. А так вопрос становится у них, если они говорят, что мы в составе России, становится так, что необходимо развал Советского, то есть Российской Федерации России. Ну, я на этом закончу. Аслан, уже минут 15 мы говорим. Давайте вопросы, ответы продолжим, Аслан. Барклай, друзья, задавайте вопросы, вы можете задавать их у нас здесь в ТикТок, я их зачитаю Аяду и Дигову, и также вы можете задать вопросы в YouTube, тоже зачитаю. В конце эфира по теме вы можете зайти непосредственно, я вас приму, вы можете здесь в ТикТок непосредственно сами принять участие в нашей беседе и поговорить там с Аядом и Диговым, задать ему вопросы. Аяд, вот сейчас ситуация разворачивается, что вроде бы как бы в Иране война вроде бы приостанавливается, вроде какие-то договоренности. Иран объявляет, что он победитель, соответственно, США, наверное, объявит, что они тоже победители, хотя я думаю, что они и есть победители.
Как вы считаете, Аян, остановится война, закончится это, или это будет медленное такое тление постоянное? Ну, если послушать, президента Трампа, то они Мгм. победили, они бомбили их 3-4 дня, всю это, как говорится, везде по Ирану. И Мгм. Иран, как видно, здесь немножко вот, дал, как говорится, заднюю, я так понимаю. Да-да. Они согласились, значит, не контролировать этот, Ормузский пролив, и им нужен 1 месяц для этого. Они согласились, значит, пустить на свою территорию наблюдателей, которые будут смотреть, есть ли у них это атомная урановая руда, или как это называют, для создания атомных бомб. Мгм. Они согласились на переговоры через, Пакистан. И в то время за это они требуют, вот на все эти согласия взамен они требуют те или иные финансовые вливания. То 100 миллионов, то 300 миллиардов долларов, то еще на восстановление, все такое. Вот такие разговоры идут, но главное, если там эта война окончится, закончится, и чтобы для всего остального мира вот эта дестабилизация, она как бы, значит, чтобы не раздвигалась, не задвигалась еще дальше и дальше, и не поднимала цены на бензин, на продукты везде и всюду. Я всегда вот привожу здесь пример. Вот, мы здесь иногда мы покупали раньше всё время вишню, черешню, а недавно мы нашли в одном месте, там искали, уже до 16 евро дошло. Ну, было там 9 с чем-то, потом, оказывается, вот так вот, ну, примерно. И, ну, другие все продукты, все Всё дорожает. понятно. Да. Да. А бензин дорожает, и это люди очень напряженно себя чувствуют. И здесь, ну, всякая такая вот ситуация, которая может вылиться в мировую войну, она нежелательна. Но в то же время мы должны понимать, что все эти разговоры о том, что сейчас вот Кремль ведет, он хочет захватить территорию Украины, требует ему отдать то-то, 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 это уже нереально. И президент, то есть это Зеленский и другие, они вот, их, скажем, политики уже заявляют о том, что они пяди земли. Хотя, допустим, э, Путин это требует, другие это требуют. И это смешно до того, как это: захватил территории чужие и требует отдать их мне, потому что силовым способом захвачено. Ну, Европа, европейские страны вот, собираются, вот и снова они вот собирались, вот снова, значит, на днях будут собираться, решать эти вопросы. Поднимает эти вопросы и президент Франции, и Германии, и другие, и другие. Вот так, короче говоря, вот такая вот ситуация, развивается в пользу того, что Украина будет укрепляться. Уже этот Мерц, этот, германский премьер-министр, так скажем, канцлер, он заявил, что победа Украины — это есть победа всей Европы, или это поражение есть, потому что нельзя это допустить. Вот такой вот вроде он сказал. Я это слышал. Так что вы, наверное, тоже это слышали. И, ну, в целом, думаю, что, иранцы тоже поняли, что если они будут нагнетать обстановку, они могут забыть и то, что было у них тогда прежде, когда их бомбили, что это еще не все, и Америка способна нанести по ним удары, удары, Да. удары. Вот 3 дня бомбили, они как бы пришли в чувство. То вначале они говорили то, потом, когда их думали, они бомбить не будут, и начали бомбить, вот они тут же Да-да. пришли в чувство и начали вот на такие уступки идти. Но они это выдают как, значит, свою победу. Трамп это выдает как свою победу. Ну, пусть будет 2 победы в одном деле. Пускай будет Да-да. так. Так я думаю. Да, согласен. Аян, а как вы считаете, может ли так получиться, что это разрастется? Я имею в виду, вот мы же знаем, что иранский режим — это террористический, бандитский режим, который очень тесно сотрудничал с Путиным и так далее. И представляет ли этот террористический режим угрозу для Израиля, который так же, как и США, начинали войну против Ирана, и много им там
насолили. Потому что вот сейчас вот израильские представители вот именно этим апеллируют и говорят о том, что если там война закончится, что чуть ли не катастрофа для Израиля будет. Как вы считаете, это угроза для Израиля Но или... угроза для Израиля, Иран был всегда. Это мы знаем, так? Сейчас Враги. пользуясь моментом, как говорится, Израиль хочет уничтожить этот Иран с помощью Америки и Европы. Я так понимаю это, так? Да. А так, конечно, Израиль здесь делает все для того, чтобы этот диктаторский режим был, значит, свергнут, и туда, чтобы пришли другие власти, которые Мгм. были бы более миролюбивы и которые были бы, значит, ну, приемлемы для Израиля. Но Израиль ведет свою политику, а Иран свою. Значит, здесь, когда говорят, что они мусульмане, эти там иудеи, другие сунниты, мусульмане, христиане, вот эти все вопросы вперед выдвигает, и люди этому поддаются, все время говорят, вот они христиане, вот они мусульмане, вот это. Но надо всегда понимать, что и христиане, и мусульмане, все мы люди, с одной стороны, а с другой стороны, надо понимать, что сама вера, какие бы ни были они веры все, они-то, вера – это Всевышнего, в Бога, так? Мы верим, что есть что-то, какое-то, ну, неизвестное для нас что-то такое, которое, которому мы должны поклоняться, которому мы должны, значит, верить в свободу, верить в справедливость, верить в то, что никогда, значит, человек не будет унижен, и все такое в этом направлении. А Мгм. религии, которые есть вот в мире, которые мы знаем, по большому счету, если посмотреть, они всегда вели какие-то религиозные войны. Они нападали, захватывали те территории, христиане захватывали, мусульмане захватывали, другие там на Востоке захватывали. Все это на религиозной основе, утверждая, что это вот выдано от Бога, если что-то делать и прячешься за этим, или за какими-то другими вот так вот, скажем, выдуманными какими-то причинами. Поэтому, исходя из этого, если мы будем рассуждать, мы поймем, я к чему это веду. Не надо вот эту ненависть разжигать, допустим, в отношении, значит, христиан, а христианам в отношении мусульман, и называть их так и сяк. То есть всегда мы даем, вот мой дед, старый человек был, 115 лет, он мне говорил, вот там у соседа есть собака, ты вот мимо идешь, палка Не не тычь. дразни ее, она лает будет. Вот знаешь, что он будет лаять, не дразни его. Так и здесь так же. Зачем вот эти обвинения, что вот то-то, то-то? Нет, это не вера виновата в этом, а то, что как этой вере, как используют эту веру те или иные, скажем, значит, служители церкви, служители мусульманской или иудейской или другой религии, так мне кажется, так? Конечно, я не специалист в этом вопросе, но я это чувствую, как чувствовали, мне как рассказывали мои родители, как я знаю это всей той истории, которая у нас есть в Чеченской Республике. У нас тоже есть сейчас деятели, которые, сломя голову, пытаются здесь объявляют себя каким-то деятелем. Мы сейчас придем туда, захватим, мы там свое государство построим. Нам не нужно, что было там построим. Они не понимают элементарной вещи. Если они там захватят, то кто их признает в мире? Наши государства признают вот такие государства, как Грузия, Украина, там, Кипр, другие. И дальше мы боремся за признание нашего государства на основе современного международного права. Только на основе этого будут признаны и приниматься будут, признаваться будут другие государства. Мы же понимаем, что современное международное право, в этом ключе мы должны действовать. Вот что я думаю, Аслан. Мгм. Да. Баркалай, Дейресу. Вот нам здесь пишет Халик. Вот перед тем, как его вопрос задать вам, я хотел напомнить, что, как известно, Никола Пашинян выиграл выборы, и Армения остается на
прозападном курсе. И вот здесь Халик пишет такой вопрос. Добрый вечер. Как вы думаете, дальнейшее отношение Армении и России, как оно будет развиваться, что будет? Ну, на данный момент дальнейшее отношение России и Армении, оно о чем говорит? Это говорит, что если выиграли сторонники Пашиняна, скажем, сторонники западного курса развития Армении, это еще не значит, что эту страну, эту Армению сейчас вот тут же примут в Европейский Союз или в НАТО, так? Это еще будет большая, как говорится, здесь, ну, скажем, работа, которая нужна, необходима, чтобы ее приняли туда. Но другое дело, для того, чтобы признать, она должна быть внутренне готова к этому. Внутренне, это что значит? Это его законы, это Армении, скажем, или другого государства, ее внутренний уклад, там, все в соответствии с теми принципами, которые требуют, скажем, Европейский Союз. Если их примут НАТО, это тоже, там тоже какие-то вот вопросы. Мы видим даже, вот смотри, сколько уже лет, 30-40, Турция требует, пытается войти в Европейский Союз, ее не принимает. Турция огромная страна. Также вот сколько воюет, скажем, Украина, сколько она бьется, вот сейчас идет вопрос, снова будет обсуждаться, чтобы ее как-то ускоренным методом принятия или сделать ее каким-то, здесь другие голоса есть, чтобы делать его, ну, скажем, наблюдателем или временным, там какие-то придумают, значит, дела, которые необходимы, чтобы Украина соблюла внутри своей страны. Потому что они не хотят те принципы, которые есть в Европейском Союзе, чтобы они, значит, не соблюдающих, они не хотят в состав Европейского Союза принимать. Так что и для Армении сегодня вопрос, с одной стороны, он смотрит на Запад, с другой стороны, он еще пока находится рядом с Россией, у которой еще в Армении еще военная база пока что находится. Так что вопросы там еще много-много, которые надо решать. И внутри Армении есть тоже сильная оппозиция в этом направлении, как мы знаем. Ну вот, Эльдор Мамаливич, если я правильно прочитал, пишет, кому нужна эта нищая Армения? Турция уже 50 лет ждет вступления в ЕС. И не получится ли это? Мы видели на примере сейчас Украины. Украина тоже стремилась в Евросоюз, об этом русские говорят как раз. И вот Россия вторглась. Запад, как мы видим, помогает, но недостаточно, чтобы остановить агрессию. То же самое произошло с Грузией. Грузия тоже очень рассчитывала на Запад, на Америку, на Европу, и ее в итоге, хотя помогли, когда война началась, да, там прилетел президент Франции, там другие, третьи, не дали захватить сам Тбилиси. Ну вот конфликт, вот сам он еще тлеет и развивается. И не получится ли сейчас, по моим прогнозам, что именно для этого, может быть, это и готовится, что Армения станет таким нарывом, таким болевой точкой, где, как Израиль, постоянно Армения будет находиться в состоянии войны с Ираном, с турками, тюркоязычными, ну и так далее. Не получится ли так, как вы считаете? Реально, Я вот зачем как она нужна? вижу, Аслан, я как вижу, Армения даже больше и ближе, они даже хотели, какая-то там была волна, и они хотели даже с Ираном какие-то договора заключить, там экономические и другие, больше, чем даже Азербайджан. Азербайджан, там вот сколько там людей, чуть ли 20-30 миллионов живет, все равно расположение Ирана к Армении было более, так сказать, потому что они граничат в таких местах, ну и потому что они, видимо, хотели использовать там политический момент с этим, значит, переходом, как он называется, сейчас я забыл, который есть там, где подключился Трамп и другие вот политики, Азербайджан, Армения, где там великий шелковый путь для Китая как бы должен был быть. Там идет вот эта вот борьба, и кому она нужна, это нищая Армения, когда говорят,
Она, Армения, конечно, не нищая, там главное, значит, Ну и не богатая. не богатая, это не нищая. Она нормально, средняя, значит, они живут достаточно, насколько мы знаем, армяне же достаточно зажиточные люди. Но вопрос в том, что здесь она пытается найти себе союзников, те, которые будут ей помогать, а не те, которые будут, скажем, продавать ее, как они считают, что ее предают. И если они будут опираться на Запад, то здесь и Франция, и европейские страны, и Америка могут ей помогать в этом направлении. Но в то же время там, конечно, много чего надо изменить внутри. Там вопрос не столько, скажем, самой Армении и ее богатстве. Вопрос ее расположения. Это же она находится, как это, на пути этого шелкового пути, значит, и находится в экономических других. Один даже какой-нибудь там разъезд иногда может играть большую роль, допустим, для других государств. И так, вот в таком месте находится и Армения. Так что, и с другой стороны, здесь же вопрос еще в том, что там сидит Кремль со своей военной базой, а они не хотят, чтобы эта база была там, и эту базу они должны, по идее, значит, уже изгнать оттуда потихоньку будут выдавливать эту базу. Так что здесь вот такая вот ситуация. Тому, кто вот задал тебе вопрос, я ему отвечаю. Мгм. Сам. Баркалай, Дейресу. Вот для нас, меня интересует, волнует вопрос касательно вот нашей страны оккупированной. Для нас это хорошо, что Армения станет сильной, независимой, проевропейской, прозападной, чем она до сих пор была все время пророссийской, проиранской и так далее. Конечно, для нас это хорошо. Потому что все власти, которые были до сих пор, были прорусские в Армении. А теперь, если власть будет не прорусская, для нас это хорошо. И как все те, которые... Вот Иран прорусский, а он, для нас это плохо. Мы же так говорим. Да. Поэтому в этом смысле это хорошо. Мгм. Здесь вот как бы, значит, это все дело как потихоньку, лишь вот так вот решается, сглаживается. Есть много вопросов, которые, ну, имеют исторические свои корни, традиции. Это все как-то вот должно вот уравняться, и в конечном итоге эти народы как-то должны научиться жить мирно между собой. Вот что я думаю. Для нас это хорошо. Я Мгм. так думаю. Да, мы на Кавказе друг с другом не воевали, пока интервенты Да-да. не приходили и нас не стравливали или не провоцировали на конфликты. Открытие Зангезурского коридора для Турции и Азербайджана может не понравиться Ирану, говорит Эльдор. Как вы считаете, может ли как-то Иран, сегодня фактически разрушенный и в военном, и в политическом относительно плане разрушенный, противостоять такой мощной стране, как Турция и ее помощнику Азербайджану? Но они как раз так, конечно, им это не нравится. Конечно, потому что Китай союзник А Ирана. помешать могут они как-то Ну, влиять? мешать они как можно, так и будут мешать. Вот как этот, Теракты. как его, этот, Трамп, он взял, значит, захватил же Венесуэлу. Да. Венесуэла, которая должна была питать Китай всей нефтью, а он все захватил. Потому, хотя это нравится, не нравилось Китаю, он захватил. А также и Китай может там действовать. Но в то же время вот это будет точка, скажем, может, это будет точка, если какие-то другим образом этот вопрос не будут решаться в целом, по Мгм. большому счету, какие-то более важные вопросы между Америкой и Китаем и, скажем, этим же Ираном, то они могут замкнуться и на этой точке. Почему вот это все такое? Конечно, могут. То есть это такое непредсказуемое. Это не зависит от того, да, это они считают, что это нельзя делать, допустим, Иран. Они хотят, чтобы Китай там был, потому что они их друзья.
потому что они направляют им там нефть, другое, контачит с Китаем, Китай с ним, мы знаем это, да? Вот из этого исходя, это может быть такое вот политическое противостояние, а потом, может быть, и на больше разовиться может, да? Но это важный узел, собственно говоря, как ты сказал, Зангевурский, значит, этот, Коридор. да, коридор. Да. Да, Баркалает. Ну, короче говоря, нас ждут интересные события, так сказать. да, Будем конечно. наблюдать. Вот сейчас смотришь российских блогеров, ну и все в один голос, российских Z, там блогеров, разных там комментаторов, и смотришь, и они в один голос утверждают, что Украина по всем фронтам бьет, все перекрыла. Сейчас Мадяр говорит, что он полностью изолирует Крым, что туда ничего не подъехать, не отъехать не сможет. Ну и как бы глубоко в тыл залетают украинские дроны или чьи-то дроны и уничтожают технику, уничтожают там бензовозы, все как надо, короче, в соответствии с правилами и обычаем ведения войны. Все как бы делается правильно. И сейчас они говорят, что будет супер куча каких-то супер интеллектуальных искусственно, на искусственном интеллекте дронов, которые сотнями тысяч просто закроют небо над фашистской Россией. Что будет? Это поражение России? Когда они закроют небо, тогда будем говорить об этом. А сейчас это так, да, действительно, они вот сейчас вот экономистов некоторые слушаю, они говорят, что где-то до 40% нефтяной и газовой промышленности России, значит, убыток пошел. Убыток пошел по всем, значит, финансам, другим вопросам. Бензина нет, Крым почти перегорожен. А туда подъехать, если там едут какие-то, значит, ну, скажем, грузы, то это находится под контролем Украины. Они тут же бьют по тем местам, они уже не могут, там показывали, даже вот едет человек, они объясняют, вот ты если едешь за рулем, то все не кури, ничего, все время смотри в небо. То есть людей уже учат к этому, которые едут по трассе. А чтобы там что-то они везли, они мост там разбили, это разбили. И в Крыму ситуация очень тяжелая, все оттуда как бы пытаются сбежать. Но что будет, неизвестно. Да, Украина действительно имеет сейчас, по всем данным мы видим, что у них мощное вот это развито. Они создают и ракеты свои, и, значит, БПЛА высшего, как говорится, уровня с использованием интеллекта искусственного. И они это показывают. Они это показывают вот и сегодня, и вчера везде снова они и в Куйбышев, и другие города. Ну, а то, что раньше они в Петербург дважды били по этому экономическому, так сказать, совещанию, которое проводил Путин. Или еще они бьют и бьют по тем объектам, которые дают возможность то есть против Украины по мирным населениям бить Кремлю. А Кремль-то пытается бить не по их каким-нибудь военным объектам, хотя они пытаются туда, но в основном они бьют, мы же видим, по домам, по жилью. Они делают то же самое, что сделали вот у нас тогда. Да. Они вот что делали тогда? Они выпускали, тогда не было никаких ни БПЛА, ничего, чтобы ударили. И вертолет, самолет летали в полях или на остановке стоят метров людей, детей расстреливали. Бросали им разные какие-то игрушки, которые потом или бросали какие-нибудь там радиоактивные вот эти взрывные эти ракеты или бомбы, которые радиусом до 5 километров, значит, высушивали, чтобы нету этого кислорода, и человек задыхался, умирал. То есть они делали это, сколько их было они, сколько людей они, поэтому такое количество убитых людей у нас. И то же самое они сейчас пытаются делать, если им удастся, пытаются сделать против Украины. Сколько людей, сколько домов они поуничтожали. Это невероятно. Конечно, по масштабу Украине гораздо больше нашей. Ну, посмотри, что они делают.
Поэтому остановить надо этого монстра. Если бы его остановили тогда, когда они напали на нас, не веря им, думая, что малой кровью они решают вопрос, но решили они мало кого? Нет. Кого они посадили сейчас туда? Что происходит? То есть тем самым Путин закрепился и пошел на Украину, на другие, и сегодня грозит даже Европе и Америке. Вот к чему это привело. Вот и все, Аслан. Аят, вы, наверное, хорошо помните, когда разваливался Советский Союз, уже когда такие процессы шли, были люди, которые верили, что Советский Союз, он вечен, он никогда не развалится и так далее. Но в итоге потом мы все увидели, что все-таки он развалился. И за 2-3 года, даже больше, когда еще Горбачев начал вот эту свою перестройку, так называемую, вот тогда это уже было некоторым понятно, что идет дело к самороспуску, скажем так, не развалу, а самороспуску. Но каким-то образом они, как обычно, перехватывают инициативу, и события, которые развиваются, они их пытаются возглавить. И вот сейчас мы видим приблизительно такую же ситуацию, что пытаются возглавить, ввести своих вот этих симулякров, чтобы возглавить движение, протест и так далее. В разные и националистам, и демократам, и всем остальным туда они всовывают и взращивают таких своих людей. Как вы считаете, и советский, как наподобие Советского Союза, скажем так, перестанет ли существовать под названием Российская Федерация такое вот это образование? И понятно, что Грузия получит свои земли, Ичкерия получит, Украина получит, может быть, там Япония получит Курильские острова, Калининград могут потерять. Но в целом вот это фашистское образование, оно сохранится, на ваш взгляд, или нет? Ну вот ты сказал, что Советский Союз самораспустился. Нет, там было не то. Тогда была другая ситуация, Слан. Тогда было совершенно другое время. И тогда вот почему он распустился тогда, почему его развалили? Потому что сама система власти в Советском Союзе, она была диктаторская, и, значит, там не было никакой свободы, люди находились как в концлагере, все. Они ушли на работу, вечером приходили, не могли иметь ни свои предприятия, ни какие-нибудь свободы слова, только коммунистическая партия, КГБ и все. Вот так вот держалась на этом, так? И когда они, вот Советский Союз обладал там самыми большими природными запасами, газ, нефть, ну, скажем, золото, дерево, все. Они все это когда продавали, и когда в 80-е, 90-е годы цены на все это упали, то выяснилось, что при такой системе, которой они содержали людей, то эти люди оказались неспособны, они были не организованы таким образом, чтобы они могли производить даже товары для себя. Ну, там хлеб, ну, скажем, мясо, то, другое, ничего не могли сами произвести. Оказалось, это совершенно недостаточно для этой страны, чтобы он мог себя прокормить. Люди не были к этому, как говорится, приучены. И а почему не было? Потому что не было свободы личности, которая могла бы, значит, которая, в соответствии с которой можно было бы решать все вопросы, связанные, значит, с организацией, скажем, производства, связанные налаживание каких-нибудь малых предприятий, чтобы они отдавали этот налог, скажем, государству. Этого не было. Все шло в государство, и потом выяснилось, что они не могли ничего сделать. И оказались, вот я всегда говорю об этом, были там километровые очереди. И в этой ситуации там разгорелась ситуация, сидели эти первые секретари, генеральные секретари, первый, второй, третий. Они тоже ничего не могли сделать, потому что надо было изменить систему власти. И только придя к власти Горбачев Михаил, он стал президентом, и он выдвинул лозунг «Перестройка, гласность и демократия». Вот он имел в виду как раз-таки, чтобы сделать была возможность, значит, для того, чтобы решить вопрос, для того, чтобы дать свободу личности, тогда
разные кооперативы, другой стали создавать, и страна, Россия, как бы еще чуть-чуть начала подниматься в этом смысле на колени, то есть с колен. То есть они уже начали что-то зарабатывать, давать это. Это было. И дальше это было решено. Более того, этот Горбачев дал свободу, принял решение о уравнивании, значит, свободы личности, раз, да, к любой национальности. И другое, значит, о равенстве народов. В соответствии с этим были приняты соответствующие законы в Советском Союзе, что все автономные республики Советского Союза были, статус их был поднят до союзной республики. Советский Союз стало 35 союзов, 20 автономных, 15. Стало их тогда 35. 3 республики, Балтийский Советский Союз, значит, признал независимыми государствами, потому что эти государства, остальные страны мира признавали, что они незаконно оккупированы. Вот мы как раз такая, вот незаконно оккупирована Украина сейчас говорит про нас, так? Вот такой вопрос. И когда вот прошел этот коллапс, и они уже, значит, увидели это, и они заявили Горбачеву: давай освобождай эти 3. А он освободил их. После этого было принято разные законы в Советском Союзе, в соответствии с которым, значит, эти подняли уровень, и было принято решение, значит, о Советском Союзе, как будем жить, что делать там, какие будут там системы, новый договор пытались союзно подписать. И против этого как раз таки выступили вот эти бывшие коммунистические руководители этих республик, знаете, республик, и среднеазиатские, и там другие. Ну, кроме, как говорится, вот в Грузии, там во власти пришел новый, значит, президент Гамсахурдия. И вот они в этот момент и против именно этого, когда там был ГКЧП, против Горбачева выступал и Ельцин. Он захватил, когда он сидел, он сидел захваченным в Форосе, он захватил, вышел на танк, когда уже сам он ни пальцем не стукнул, ничего не сделал для того, чтобы эти ГКЧПисты сломить. А народ вышел и сломил сопротивление этих ГКЧПистов. Он увидел, что они побеждают, вышел на танк и сказал: все министерства Советского Союза мне подчиняются. Возглавил. Да, он говорит, все министерства, которые находятся во всех республиках, как какому плаву, он мог только в РСФСР говорить, а он по всему Советскому Союзу заявил. Да. И вот он там против Горбачева, вот там шел спор между ними. Вот в этой ситуации Горбачев и, значит, руководитель Беларуси и Украины, они, значит, подписали, значит, там Огарева в Белоруссии, там подписали договор о том, что Советский Союз они распускают, не имея на то права. И они начали его распускать не по правилам, как записано в законе СССР, а как по их понятиям. Да, и вот это как раз это был развал, поэтому это был развал Советского Союза. Они развалили его, а потом по своим понятиям начали хватать под себя все вот эти республики, которые стали союзами, хватать под себя, чтобы сделать из них, скажем, вот в новую Россию они создавали. Эти коммунисты подписывали этот новый договор федеративный. Мы, Чеченская республика, этот договор не подписывали. А те коммунисты, которые еще раньше были против Горбачева, они подписали незаконно, не имея права. Эти республики не избирали своих, в новом статусе, не избирали своих руководителей, им не дали их избрать. И вот они подписали, создали эту Российскую Федерацию России незаконно, позже, чем мы создали свое государство. Поэтому говорить, что она распалась, это неправда. Она развалена была, эта система, это Советский Союз. И поэтому после этого туда власти пришли те же коммунистические деятели, которые называли себя демократами вначале, а потом полностью стали снова вот этими диктаторами. Вот мы видим их. Так что в этом плане здесь ситуация была такая. И если говорить, что сейчас в России точно такое возможно, мы не видим это сейчас. Мы же не видим. Мы же не видим, что есть какой-то другой соперник, который спорит, какой-то лидер там в России мы не видим, кроме, скажем, самого Путина. Есть кто-нибудь? То есть сейчас ситуация другая.
Сейчас, значит, идет война. Единственное, что если экономически народ, если выйдет в Россию, вот сейчас поднимает, сейчас народ выйдет, сейчас сметет Путина, или то, другое, третье. Это если в этих условиях это будет, тогда да. А так вряд ли, я так думаю. Вот я свое мнение говорю. Мгм. Вот и все. Ну, я с ним, в принципе, согласен, Аян. Ага. Бессарион Гугушвили, я вас приветствую. У нас Бессарион к нам в гости зашел. Бессарион, да, да. Да. Аян, я вот, смотрите, знаете, какую интересную вещь наблюдаю? И это вот с войной против Украины, это вот отчетливо стало видно. 25 августа, на День независимости Украины 2025 года, в прошлом году, Алексей Титов, высокопоставленный офицер ФСБ, пытался заложить бомбу в центральном детском магазине Москвы. И самоподорвался, центральный детский ЦДМ, всем известно. Это как раз перед 1 сентября готовился. Об этом, правда, украинцы тоже мало говорят, или практически я не слышал, что кто говорил об этом. Но я после этого сделал вывод, что главным врагом для России является вот это ядро украинского патриотизма, национализма. Мне это слово не нравится, но оно, в принципе, если без таких крайних окрасов, то это очень даже приемлемое состояние. Националист или борец за свободу – это человек, свободу своего народа, соответственно, ценой своей жизни. Это человек, ну, из тех ноевских времен, скажем так, такое идет. И потом, уже анализируя, я пришел к выводу, что это же происходит не только с украинцами. Это происходит вот сейчас, главный враг для всех, между прочим, не только для России, почему-то, мне так кажется, являются вот эти пассионарии, вот эти патриоты, вот эти националисты, умеренные националисты, которые хотят сделать крайними националистами, представить их нацистами, там, антисемитами, какими-то фашистами их пытаются представить. И вот вы сейчас говорили про Гамсахурдия. Ну, Гамсахурдия был вот такой же сын своего народа, который поставил все на карту, погиб за свой народ. И вот они все, вот, кстати, Бессарион, который был его соратником, который был соратником и вашим, и Джохара Дудаева, вот эти люди являются главной мишенью. Вы так считаете, Аят? И вот у нас все патриоты убиты, все убиты, преследуемы, дискредитируемы, там, ну, все против них применяется. Как вы считаете, Аят, я правильно мыслю в этом направлении? И так ли это? Ну, как сказать, потому что если это, значит, они имеют такую позицию, и они не против существования своего государства, в правовом государстве они могут свободно иметь свою точку зрения, отстаивать лучшую жизнь в этом государстве, так? А называть их фашистами или этими другими, это не, мне кажется, не стоит, потому что люди, имея свою историю, там, многовековую, тысячелетнюю, у них есть свои традиции, свое понимание жизни, а когда кто-то там называет их фашистами, другими, это вообще не должно восприниматься таковым, потому что они же не выступают, скажем, они же не фашисты. Конечно, нет. Конечно, нет. Они не фашисты, они признают там религию, они признают свои традиции, они хотят жить в этой стране так. А есть какие-то другие нормы и другие правила, которые пытаются им навязать какой-то остальной мир, допустим, да? И остальной мир может это считать, а эти могут считать свое мнение и с этим жить. Ничего здесь такого нету. Но лишь бы это не переросло в какой-то, скажем, внутренний конфликт, иногда их могут использовать внешние враги для того, чтобы устранить внутреннюю ситуацию, столкнуть. Как вот у нас столкнули, значит, когда 4 агрессии прошло, и 5-я агрессия нам втащили, как говорится, такую религиозную, значит, идею о том, что мы, наши люди были, скажем, не религиозными, что наши предки были еретиками, все что угодно. И это привело к тому, что люди столкнулись и с этими фанатиками, или с этими так называемыми мохабитами, и люди уже начали думать о том, что лучше русские, чем эти, мол. Вот до того дошло. И это как раз сыграло на руку. Поэтому вот это допускать нельзя, мне кажется. И все. Ну, а вы видите,
целенаправленно вот эта Да, группа, социальная группа там, вот таких взглядов, их целенаправленно вот просто пытаются готовится, вырезать, да. дискредитировать, убить, там, что Да-да-да. угодно. Вы это замечаете? Она есть вот здесь у нас, она есть и здесь. На Западе приехали такие, есть и там, есть и всюду. Это все же есть. Вот мы же видим здесь вот сейчас Франция там определила, оказывается, что нашли какие-то документы, что оказывается здесь для того, чтобы столкнуть евреев и мусульман здесь, во Франции, да, М. целая была, значит, разработана, значит, программы, и вот здесь вот они это устраивали, оказывается, это Кремль устраивал. И, Да? наверное, также устраивал вот здесь вот там какой-то парнишка чеченец 16 лет кому-то голову оторвал, еще что-то сделал. Да, Это да, все да. были вот против 100%. вот этого всего. В этом Да? мы теперь видим, сама Франция, власти сейчас об этом говорят. Сейчас детали я еще не знаю до конца, но об этом говорят. Мгм. Вот такая ситуация. Абсолютно, Аят, абсолютно 100%. Убийство вот Пати, Самуэля Пати, учителя во Франции, Да-да. это было дело Ну, это рук может быть, России. мы не исключаем этого, да, будем говорить, да. Да, ну вы можете не исключать, я это утверждаю, Аят. Потому Ну, что хорошо, да, это мое хорошо. мнение. Пусть на меня в суд подают. Ты молодой, ты можешь быть еще только, а я как это постарше тебя, я Да, не исключаю. Так что, значит, вот так вот. да, да. Ну, конечно, мы приносим соболезнования всем погибшим, Да-да, конечно. родственникам погибшим. Мгм. Да, Так, какие вопросы еще? Ага, вопрос. Вопросов. Так, друзья, пишите вопросы, задавайте вопросы, друзья. Так, посмотрим, что у нас здесь. ТикТок. Так, так, так. Нет, тоже вопроса нет. Ну, в принципе, больше вопросов нет. Но я последнее хотел бы вас спросить, вот по поводу у нас дома многих молодых людей пытаются забрать на войну, и многие отказываются. Уже пошла такая волна, начали просто люди тупо отказываются. И некоторых задерживают, держат вот этих своих так называемых отделах полиции, хотя никакой это не отдел полиции, а оккупационная Да-да. бандитское гнездо, где людей пытают, током пытают, избивают, держат долгое время, не кормят там, могут там за весь день один стакан чая и одно печенье дать. Вот с этим, и скорее всего это может быть либо усиливаться, либо этих людей будут убивать или их родственников отправлять на войну. Здесь вопрос, конечно, это понятный всем, потому что Несколько сот, говорят, задержанных уже. да-да, да. Здесь, в том, что вопрос в том, что, значит, если бы, скажем, они не будут, эти власти, которые там не будут это делать, они сами поплатят за это. Вот в чем дело. И поэтому они стараются всех их загнать. Но я думаю, что эти власти должны были бы как-то понимать, что это вопрос не то, что войны против Украины, не то, что они что-то защищают. Это никакой там не джихад, ничего не может быть. Нельзя делать джихад, нападая на чужие территории. Если, Конечно. допустим, на тебя напали, это один вопрос. А так они пытаются этих людей туда отправить. И здесь, конечно, в этом плане они правильно делают, что отказываются. Но это их отказ ничего не значит. Насколько я знаю, информация идет оттуда, что их ловят на каждом там перекрестке или в машине, или где-то он идет под каким-то любым предлогом, хватает, пытается всех отправлять на фронт. То есть как бы, значит, генофонд чеченского народа полностью хотят Да, уничтожить. Это да. золотая мечта Кремля. Это золотая мечта уничтожить наш народ. И вообще у них это всегда было, вообще на Северном Кавказе у них была всегда мечта именно наш народ уничтожить, потому что мы всегда противостояли этой имперской власти. Вот я думаю так, да, Аслан. Мгм. Баркал, Аят, спасибо. Аят. Я почти час в эфире. Предлагаю закончить наш сегодняшний стрим, раз вопросов больше. Давай тогда. Все. Баркало, Аят, спасибо вам Ну, большое. всем спасибо, всем за то, кто с нас Всем слушал. спасибо. Всего Мгм. хорошего. До свидания. Адикюэль Маршаль. Hadi ki. Их, наверное.